Хайырлы сағатта, хөрмәтле милләттәшләр, һеҙҙе Силәбе башҡорттарының үткәнен, бөгөнгөһөн һәм киләсәген сағылдырған Уралым тапшырыуында сәләмләйбеҙ. Һаумыһығыҙ! Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы рады приветствовать вас на главной передаче «Башкир Челябинской области» в программе «Уралым». Самый лучший день. Южноуральцы поздравили женщин с 8 марта. Я думаю, для молодежи очень важно знать свою культуру. Верхнеуфалейцы смогут заниматься борьбой куряш. Сегодня в первую очередь во главу угла ставим развитие здоровых детей, здоровой нации. Гүзәл заттарға фәһемле кәңәштәр. Кемгәлер ярдәм итер, кемгәлер барып җитер. Известный коллектив башкирского танца и песни «Айгуль» поздравил южноуральских женщин с 8 марта. Дорогие телезрительницы, наш следующий сюжет посвящается вам. Родные напевы, танцы подарили женщинам настоящий праздник. Особенно порадовало зрителей то, что культура коренного народа Урала развивается и молодеет. Тому подтверждение выступления маленьких звезд, участников студии «Афарин» и «Айгуль». Со сцены звучали слова благодарности, восхищения и любви в адрес представительниц прекрасного пола. Помимо этого, организаторы решили чествовать девушек и женщин, внесших вклад в развитие и сохранение национальной культуры на территории Челябинской области. Среди номинантов были как многодетные мамы, так и молодые девушки. Одних поздравляли за активную общественную работу, других за сохранение семейного очага. Так, Мавлида Ханым за воспитание 10 детей была удостоена специального приза от общественного движения «Соцгород». Всем советую, что поражали детей. Дети — это радость. Вот у меня старшему сыну 45 лет было 16 февраля, младшему сыну будет 8 июня 30 лет. Всем большое спасибо. Радмила Армяншина стала победительницей в номинации «Цветы сцены», а директор общественного движения «Соцгород» признана лучшим лидером среди представительниц прекрасной половины. Земфира Хисамова и Гузель Валитова получили призы за продвижение башкирской и татарской культуры. Девушки с гордостью и достоинством заявляют о своих корнях. Телді көтәрі керек, біздің яңы үсіп келген яшьтәр, балалар, олар өзінің тілін білергә тиештәр, үзенең мәдәниятен белергә тиештәр, традицияларын. Шуның өчен ошо вот эш тиккә түгел дип уйлыйм. Да, я думаю, для молодежи очень важно знать свою культуру, изучать свой язык, а также сохранять традиции, которые были привиты в семье. Стоит отметить, на Южном Урале подобное торжество для женщин устраивали с 2010 года. В этом году силами представительства Республики Башкортостан в Челябинской области и областного башкирского Курултая добрая традиция вновь возрождена. На днях в Верхнем Уфалее состоялось открытие секции по борьбе куряш. Челябинские спортсмены поделились мастерством национальной борьбы куряш и борьбы на поясах перед верхнеуфалейцами. Главным виновником торжества был председатель исполкома Башкирского Курултая Челябинской области, заслуженный тренер Российской Федерации, вице-президент Всероссийской и президент областной федерации борьбы на поясах Марис Юсупов. В июле прошлого года Марис Харисович посетил Верхний Уфалей, чтобы познакомиться с ходом ремонта оздоровительного центра. Тогда же была достигнута договоренность, что в зале единоборств будут проходить занятия и по национальной борьбе куряш. Я думаю, что стоит заниматься, начинать не раньше 11-12 лет, а перед этим, пожалуйста, можно любым видом спорта, там, и начинать с плавания, с легкой атлетики, хоть с чего, хоть с гимнастики. А потом, если желание есть, можно перейти там, в греко-римскую борьбу туда, потому что начинают принимать также с 7-8 лет, там окрепнуть физически и потом уже переходить на куряш. Куряшем никогда не поздно заниматься. Мой отец начал заниматься борьбой только в армии, там, ему уже больше 20 лет было и, скажем так, преуспел достаточно в этом. Ауылда борьба секция астылғаны, Зинур районында преподавать кәне. Чтобы иде отырмаққа тек. В зале единоборств состоялись показательные выступления воспитанников Мариса Юсупова. Основные приемы борьбы на поясах продемонстрировали чемпионка мира среди юниоров Дина Гизатуллина и чемпионка России Ксения Старикова. Затем свои навыки в борьбе куряш показали двукратный призер первенства России Савит Аблаев и Ильнар Суяргулов. А после них вновь выступили Дина и Ксения, показавшие приемы самбо и дзюдо. Сегодня в первую очередь во главу угла ставим развитие здоровых детей, здоровой нации.
А мне лично хочется, чтобы развивалась национальная культура в том числе. Считаю, что борьба куреш является одним из направлений национальной культуры татаро-башкирского народа в том числе. Будет являться именно тем движением для сплочения национальной молодежи в том числе, развития языка в том числе, развития национального спорта. Заниматься спортом – это модно. И мы следим за развитием в мире, в стране. И наш девиз «Уфалей за здоровое будущее». И мы хотим, чтобы каждый ребенок занимался плаванием, легкой атлетикой, борьбой. Каждый ребенок был развит духовно и физически. Учить борьбе куреш юных уфалейцев будет бессменный судья состязаний на городских сабантуях по куреш и тренер-преподаватель школы бокса Верхнего Уфалея Зуфар Гатаулин. Марис Юсупов отметил его вклад в развитие и популяризацию этого вида спорта и вручил Зуфару Галеевичу подарок – тренажер. Также Марис Харисович выразил благодарность руководству Верхнеуфалейского округа за понимание и поддержку в развитии национальных традиций и приобщении молодежи к здоровому образу жизни. Қатын-қыздың хақ асылы нимәлә икән? Тулырак киләһе яҙмала. Ҡатын-ҡыҙҙың нескәлектәрен өйрәнеүсе ғалимдар, психология белгестәре бөгөн бихисап. Ҡайһы осраҡта кәңәш биреүселәрҙең холоҡ-фиғеле, йә иһә донъяуи ҡарашы бөтөнләй әйткән һүҙҙәренә тап килмәүе лә осрай. Халыҡтарҙың үҙенсәлектәре, йәшәү рәүештәре лә айырылып тора. Шуға күрә бөгөн беҙ һеҙгә башҡорт ғалимы, дин әһеле Ризаэддин Фәхретдинов нәсихәтен Арғаяш ҡыҙы Сәсәния ҡул оҫтаһы Светлана Дилмөхәмәтова башҡарыуында ишеттерәбеҙ. Бына мин ошондай кәңәштәрҙе һеҙгә тәҡдим итәм. Беҙҙең мосолман халҡында хатын-ҡыҙ донъяны алып бара тип әйткәндәр. Ә ир кеше ашарға, эсергә таба, ә хатын-ҡыҙ өй эсендә балалар ҡарап үҫтерә, тәрбиәләй. Ирегеҙҙең хосусын йорт эсендәге хеҙмәттәрен рәхәтләнеп эшләгеҙ. Минең әйткәнде тыңлағыҙ. Әмерҙәрегеҙсә ниғәмәтле булығыҙ. Тыйған әйберҙәрҙән тыйылығыҙ. Насар эшкә тотонмағыҙ бер ваҡытта ла. Күңелегеҙҙе саф итеп тоторға тырышығыҙ. Юҡ бер нәмә өсөн мығырҙамағыҙ ирегеҙгә. Һәр ваҡыт көләйем, йөҙөгөҙҙө бер ваҡытта ла боҙмағыҙ. Шул фатихәләрҙе алһағыҙ, һеҙ бик яҡшы кәләш буласаҡһығыҙ. Оялсан, әҙәпле булығыҙ. Ирегеҙгә мөнсәбәтле булығыҙ. Вәғәҙәләрен юҡҡа сығармағыҙ ирегеҙҙең. Ирегеҙ эштән килгән ваҡытта һәр ваҡыт яҡты йөҙ менән ҡаршы алырға тырышығыҙ. Кәңәштәрем кемгәлер ярҙам итер, кемгәлер барып етер. Башкирская эстрада Челябинской области отметила свой первый юбилей. На протяжении 5 лет молодые исполнители дарят своим слушателям родные напевы. Все началось в 2012 году. Анис Султангулов, Тимур Сафиуллин и я. У нас появилась идея создать башкирскую эстраду здесь, в Челябинской области. Многие имена и композиции стали узнаваемы не только в нашей области, но и в республике Башкортостан и других регионах России. Композиция «Селябе Башкорттары» в исполнении Раниса Акужина вовсе претендует стать гимном челябинских башкир. Знаете, вот народ просто воспринял всех на ура. Наверное, именно Челябинску этого не хватало. Не хватало именно родной музыки на родном языке. Я думаю, что это преемственность поколений. Я просто этому рад. И на этом все не заканчивается. Мы продолжаем, мы набираем новую молодежь. Буквально один раз в 2 года у нас проходит конкурс Яңы Йондоз, где мы уже набираем новых исполнителей. Артисты с удовольствием вспоминают начало своего творческого пути и верят, что у башкирской эстрады коренного народа Южного Урала большое и светлое будущее. Мои пожелания для челябинской башкирской эстрады. Также продолжать удивлять публику, удивлять зрителей, придумать что-то необычное, новое, интересное, творить, достигать и не останавливаться на достигнутом. Иң беренче әйткем килә тугандарыма, безнең менән бергә булыгыз, якташтар, иптәштәр, һәм дә безнең Силәбе өлкәһенең йондозларына теләйм һаулык, байлык, шатлык, иң зур моң һәм дә әлбәттә бергә булайык
Силәбенән бәддән моң китмәһен. Әйдәгез бергә йырлап, йондыд булайык. Хотела бы сказать нашим слушателям, поклонникам, всем большое спасибо, что вы с нами, что вы нас слушаете, что вы всегда ходите на наши концерты, на наши пати. Вам огромное спасибо. Апрель будет насыщен башкирскими мероприятиями. 3 апреля запустится новый сезон проекта «Современная башкирка». Мода и стиль, красота и здоровье, изучение национальной культуры и традиций – все это ждет участников проекта. Долгожданные гастроли государственного ансамбля народного танца имени Фази Гаскарова 10 апреля, Челябинск, ДК ЧТЗ в 19:00. Билеты в кассах города. Ошының менән тапшырыубыз тамам. Безне ОТВ каналында көтүп калыгыз. Киләһе очрашкандарга тиклем. Наша передача подошла к концу. Смотрите нас на канале ОТВ. До новых встреч! Также наша передача доступна в сети по ниже указанным ссылкам.